вашем доме было наших есть книги? У меня к вам такой вопрос. Вы знаете хотя бы одного человека, который о том, что книги читал, сожалеет? Вот сожалеет, что он стал умным. Очень жаль, зачем я стал умным. Вы хоть раз увидели такого? А вы миллион раз встречаете людей, которые говорят, что как хорошо, что прочитали эту книгу, она мне помогла, или в чем-то, или благодарна, правильно? Начните читать книгу «Стратегия мышления богатых и бедных». Начните с него. Вот она, найдите его и почитайте. Она на узбекском тоже есть. Сейчас все мои книги привели на узбекском. Скоро будут все они на продаже. И скоро вы уже запустили, скоро даже YouTube-канал на узбекском. Сейчас будут все мои YouTube-ролики приведены на узбекском даже. Скоро, сейчас я уже одобрен, они все будут и на узбекском. Потому что огромное количество людей в Узбекистане, которые не понимают на русском. Их больше, чем кто на русском понимает. Согласны? Вот, поэтому это для чего я работаю? Для того, чтобы помогать таким ребятам. Поэтому это очень важно. Начните с книги «Стратегия мышления богатых и бедных». Потом читайте книгу «Я и деньги». Книга «Я и деньги», дай Боже, отдельности, да? Книга «Я и деньги». Можете вот такого формата почитать. Вот на узбекском тоже есть. Вы найдете его. Хорошо? А на узбекском тоже должно быть тут. Это же на узбекском, правильно? Мельвапой. Вот. Найдите его, прочитайте, хоть на русском, хоть на узбекском. Следующая книга, после этого читайте книга «Что не знает женщина-мужчина». Вы в одиночке не можете быть успешными. В одиночке тяжело добиться чего-то большого. Это очень сильно вам помогает. Помогает вам наладить общий язык со всеми окружениями, с кем вы общаетесь, с кем вы работаете. И когда, знаете, что заметил? Каждый год моей жизни я работал специально с нужными психологами. Знаете, это обычно люди думают, что это как будто это бесполезно, это не нужно. Но знаете, что я заметил после этого все? Мой мозг освободит те, можно сказать, задержанные, неиспользованные творческие части сознания. Например, в машине, когда вы едете, если ручной тормоз тянет, машина не тянет. Как будто, или там, если пара свечей не горит, едет, но машина что-то не тянет. Бывает такое? Я поработаю с наставниками, с этими, я избавил свое сознание и свое душевное состояние из этих боли, ревности, именно из того, что меня таскали назад. И эти вещи изменили мое сознание. Я начал понимать те вещи, которые обычный человек не понимает. Я же теперь сравниваю иногда, когда с людьми сижу, общаюсь. Поэтому вы должны понять. Я заметил, что когда дело касается проблем бизнеса и так далее, все хотят учиться, но когда дело касается взаимоотношений, все себя считают профессионалом. И я тоже так думал. Например, у меня была сильно развита страх критика. То есть, что подумают соседи, что скажут родственники и так далее. Я тоже женился с самого первого раз именно так, только потому, что мама сказала женись на кого-то. Но как-то, вы знаете, жизнь такая штука, что либо вы живете с кем вы, вот так, либо вы живете с тем, кого вы любили, либо вам придется любить, кто рядом. Это надо уметь делать. Это огромная работа, огромный труд, работа над собой. Понимаете? Это если вы не работаете над собой, это не произойдет. А когда это не произойдет, ты себя чувствуешь реализованным человеком. Ты, знаете, как мотор машины не тянет, твое сознание не тянет. Например, кто из вас ревнивый человек, очень ревнивый? Давайте по-честному. А это вам не поможет в жизни, я хочу, чтобы вы знали. Она вам всегда будет мешать. Она вам, реально, кто из вас иногда опаздывает, часто опаздывает? Давайте по-честному. Выше. А теперь, кто из вас часто иногда порой оправдывает себя? Ну, не получилось, потом сидишь сам себе оправдывать. Но это ты видишь, ситуация была такая, конечно, ты мог подумать. Вы себя оправдываете, но не изменяется даже результат. Согласны?
А кто из вас иногда врет? Давайте по-честному только. Не бойтесь, я никому не скажу. Выше поднимай. Ну иногда не специально, как-то странно, ну так случайно как врешь, что он не понимает. Давайте честно, выше поднимайте, не бойтесь, это нормально. И знаете, ребята, даже я знаю, что большая количество из вас врет, но просто стесняется руку поднимать. Давайте по-честному. И видите, уже у вас комплекс неполноценности. Вы боитесь свои минусы. Вы боитесь, что если вдруг кто-то знакомый увидит, потом в дальнейшем думает, ты там тренинг давал, твою руку поднимаешь, что ты видел. И тебе не доверяют потом. Понимаете, на самом деле я хочу вам сказать так. Первый источник изменений в себе начинается с того момента, когда вы начнете признавать свои недостатки. Их надо признавать, их надо применять, их надо осознавать. Вот делая так, по чуть-чуть вы меняете свою жизнь. А кто из вас иногда чувствует, что вы проявляете жадность по отношению к себе и к жизни? Давайте честно. Иногда чрезмерно работаете, иногда вам кажется, что так быстро хотите все. Вам такое, честно, это выше поднимите руки. Ого. Кто из вас иногда прямо как горячий огонь? Да, вот какой-то, кто-то задевал, ты горишь, а потом успокоишься, думаешь, зачем я так кричу? Зачем я так горячился? Выше поднимите, я хочу видеть. Зачем я подгорячился? Не надо было это. Ну потому что после этого чуть-чуть остынешь, как-то задумаешься, зачем надо было это делать. Можно было как-то по-другому пойти и так далее. Заметили, да? У меня все эти вещи были. Я до сих пор иногда горячусь. Но это огромная работа над собой, помогает вам развиваться. Так что работайте над собой. Вы знаете, я эти вещи не просто так говорю. Кто из вас постоянно себе обещал? Все, с понедельника начну это сделать. Все, хватит, что вот понедельник пойду в спортзал, понедельник начну учиться английский язык. Все, хватит, начну откладывать деньги. Все. Всем докажу, что я вообще чемпион мирового уровня. Так? А потом это понедельник 10 лет прошел, не наступает. Или один понедельник был, второй понедельник как-то почему-то из календаря исчез. Все понедельники стали вторым. Вы замечаете? Это все. Кто из вас иногда какие-то недостатки имеет? Иногда курит, иногда что-то чего-то. Давайте по-честному. Вот, хорошо. А почему вы курите, ребята? Вот странно, да? Вот смотрите, да? Вы идете кому-то деньги платите и говорите, ты знаешь, дорогой мой, мне надоела жизнь, я тебе деньги дам, убей меня. Я хочу видеть своих детей с родными. Я хочу свою жену видеть вдова. Вот вы это делаете сейчас. Возможно, вы не понимаете, что вы делаете, но в итоге к этому ведете. У меня был двоюродный брат, я ему постоянно говорю, пожалуйста, хватит курить. Он не верит, 2-3 пачки курит. И тот ушел от жизни 43 или 44 года. 4 прекрасных детей. Ни одного из них не замуж не успели отдать, не жили. 4 прекрасных детей, жена вдова. Вот к этому приведут ваши сигареты, ваши носовой. Ваши носовой рядом с вами сидит невозможно. Туалет вкусным пахнет. Я такой жесткий человек, чтобы вы не оправдали себя. Хватит оправдания. 2 минуты вашего удовольствия, неужели она стоит вашей человечности? Избавьтесь от этого все. А кто из вас иногда гуляет? Давайте по-честному. С девушками проблема у вас. Вот, я же вам сказал, что бабник. Давай, ну не стесняйтесь. Хотите справиться? Это тяжелая, трудная вещь. Я хочу, чтобы вы знали. Работайте над собой. Я очень хочу, чтобы вы поняли. Не работайте, ничего не изменится в вашей жизни. Работайте над собой. Это очень важно. Понимаете? Вы возьмите себя в руку, идите работайте. Знаете как? Сделайте так, чтобы все ваши недостатки, которые сейчас вы видите в себе, через год их не было. Хотя бы уменьшилось. А в протяжении 3 года работы над собой, вы избавитесь потихонечку из них. Не преувеличивайте свои достижения. Я часто замечаю, что люди иногда любят, знаете, как называется, хвалить себя, что ли, или что-то как-то такое. Какой-то, если даже заработать $100, он врет и начинает говорить, заработал там, круто, 500. Знаете, хвастаться любит кто-то. А кто-то, у кого бывает такое? Честно, поднимите руку. Иногда любит хвастаться всем. Давайте.
Не стесняйтесь, ребята, никто вам об этом не скажет. Если я вам не скажу, поверьте, никто не говорит вам. Но жизнь вам не простит эти вещи. Поэтому надо работать над собой. Работайте над собой. Правую руку поднимем, повторяем за мной. Неустанно. Руку поднимите, послушайте внимательно, не повторите. Внимательно послушайте. Правую руку поднимем, послушаем. Да, вы тоже правую. Последний, все поднимем, послушайте. Это для того, чтобы внимание было концентрация. Неустанно работай над собой до тех пор, пока не победишь самого сильного врага, самого себя. Неустанно работай над собой до тех пор, пока не разбудишь величайшего мастера самого себя. Ты должен работать над собой, чтобы тот талант, который Аллах давал, она начала работать, она начала раскрываться, она начала давать плоды, и она начала внутри тебя расти. И кроме тебя это никто не сделает. Сделай себе лучше, и жизнь твоя станет лучше. Сделай себе лучше, вокруг тебя мир станет лучше. И ты станешь очень полезным человеком.